Я участник акции «Голос книги» Михаила Николаева. Меня зовут Николай Барамыгин. Я блогер. В конце лета 1992 года я собрал вместе В. Артамонова, А. Яковлева и Н. Барамыгина и поручил ехать в Токио. Задача – открытие представительства Якутии. Ребята тотчас уехали в Японию, а уже через 3 недели доложили о выполнении поставленной мною задачи. Первым делом они расположились в фешенебельной токийской гостинице Нью-Отани, хотя питались экономно по походному в номерах, разогревая подобие сегодняшнего доширака, и сделали правильно. Дотошные японцы, прежде чем согласиться на переговоры, интересовались тем, где остановились иностранцы. Знание японского языка позволило без посторонней помощи договориться с канцелярией губернатора Судзуки о переговорах. Переговоры начались на уровне мелких чиновников муниципалитета, которые вели А. Яковлев и Н. Барамыгин. Наконец, уровень достиг того, чтобы подключить и якутского министра. Видимо, японской стороне понравилось, как якуты ведут переговоры. Наконец, наступил день встречи с губернатором. Мэрия Токио расположена в 2 небоскребах-башнях, где работают более 100 тысяч служащих, и на каждом этаже размещены многочисленные магазины и рестораны. Работникам мэрии нет необходимости выходить из здания в поисках места для питания и покупок. Оказавшись у подножия этих колоссальных сооружений, чувствуешь себя букашкой, что усиливается видом человеческого муравейника, коим является Токио. Но внутри просторно, много воздуха и комфортно. Якутскую делегацию проводят в большой зал для приемов. Много тяжелых кресел и много народу, но никто не садится. На стенах традиционные картины на шелке. Наконец появляется губернатор в сопровождении ближайшего окружения. Весь ритуал коренным образом отличается от привычной для нас европейской манеры встречать гостей. Губернатору Судзуки и министру Артамонову церемониймейстеры предлагают 2 кресла, расположенных параллельно друг другу. Все другие остались стоять, несмотря на обилие кресел. Переводчиком выступил Анатолий Яковлев. Качество перевода показал вопрос губернатора в конце переговоров. «Вы, господин, японец на службе у якутского правительства?» Как потом признавался В. Артамонов, ему было очень неудобно разговаривать с человеком, не глядя на него. Кресло было громадным, тяжелым и мешало смотреть вбок на собеседника. Судзуки, казалось, не испытывал дискомфорта и говорил, обращаясь прямо в зал. Он спрашивал, для чего требуется Якутии постоянное представительство в Японии, какое отношение оно будет иметь к российскому посольству и ряд других. Видимо, ответы министра Якутии его удовлетворили, что он завершил разговор тем, что заявил о своем согласии на открытие представительства Республики Саха-Якутия в Токио. Когда обменивались подарками и любезностями, то якутяне заметили, что губернатор в почтенном возрасте, но держит всех своих подчиненных в ежовых рукавицах. Дело было сделано. Оставалось юридически оформить достигнутый успех. Ни одна союзная республика во времена СССР не имела своего представительства в Японии. Кроме нас, ни один субъект Российской Федерации не смог открыть подобное представительство в стране восходящего солнца. И мы гордимся этим. Ибо великий и гордый японский народ признал нас, маленький народ Саха, равным себе. Безусловно, этот факт укрепил позиции нашей республики в ее отношениях с другими зарубежными государствами. Устанавливая с новым государством торгово-экономические и культурные отношения, мы говорили, что имеем свое представительство в Японии, и это меняло настроение наших собеседников, давало им уверенность, что отношения наши будут прочными. Все знали, что Япония очень щепетильно относится к установлению своих внешних связей и очень скрупулезно выбирает субъектов международной деятельности. Кроме Якутии, в Японии в те годы имел свое представительство
если не ошибаюсь, только один субъект федерации – Квебек, Канада. Анатолий Яковлев и Николай Барамыгин тотчас же приступили к своим обязанностям. А мы еще полгода согласовывали свершившийся факт с федеральными структурами. И только в марте 1993 года вышло постановление правительства Якутии.